Детский сад в микрорайоне Коч-Панчит готов на 20%. Отставаний от сроков нет. Новое дошкольное учреждение планируют сдать в конце декабря этого года, а получить лицензию к весне. Ход строительства проинспектировали депутаты от «Единой России» и наш корреспондент Дарья Вологжанина. Детский сад на 270 мест начали строить в январе этого года. Подобных учреждений в микрорайоне Коч-Панчит еще нет. Хотя разговоры о строительстве сада уже идут порядка 10 лет. Пока родителям приходится возить малышей в детские сады в центр города. Но скоро ситуация изменится. Подрядчик обещает сдать объект до конца года. Если все пойдет по плану, то получить лицензию на образовательную деятельность удастся к весне 23-го. Где-то ориентировочно в начале сентября у нас будет готово полностью подключение и готов сеть внутренняя, тепловой узел для того, чтобы подать тепло в отопительный сезон и продолжить комфортно работы, чтобы в декабре сдать объект. Новый детсад строится в рамках нацпроекта «Демография». Выделено порядка 300 миллионов рублей. На сегодня готовность объекта более 20%. Есть стены, кровля, внутренние перегородки. Пока стоят теплые дни, подрядная организация делает упор на благоустройство. Все идет в сроки. Мы сегодня убедились, что действительно работы идут, достаточно много людей на объекте. Конечно, мы задаем вопросы по благоустройству, потому что сейчас самый благоприятный период, чтобы сделать все работы на улице. Но вот если вы слышали, подрядчик нас заверил, что это приоритетное направление. Действительно, благоустройство надо закончить сейчас, пока позволяют погодные условия. Установить малые архитектурные формы, сделать насаждение, то есть все то, что предусмотрено по проекту. Работа на объекте кипит. Простое, отмечает подрядчик, нет. Проблем с материалами тоже. На сегодняшний момент на объекте все то, что требуется, приобретено, оплачено. И те материалы и оборудование, которые понадобятся на следующие месяцы, уже проработано, частично авансировано. И в этом плане стройка не пустует и никаких проблем в этой части нет. Проект детского сада типовой. Подобные уже открыты в Эжве и в Выльгарте. Кроме групп, здесь будут музыкальные и спортивные залы, комнаты для занятий в кружках, пищеблок, медицинские и процедурные кабинеты и даже бассейн. Я очень рада за всех жителей Кочмана, потому что у них будет такая уникальная возможность водить в детский сад по новому проекту, где будет бассейн и будут дети с удовольствием, я думаю, заниматься физкультурой и водными процедурами. И я думаю, что жители города этого заслужили. И мы тоже с нетерпением ждем, конечно, завершения строительства этого объекта. Новый детсад – первый в активно растущем микрорайоне Коч-Панчит. Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин отметил, сейчас крайне важно строить детские сады рядом с домом. У нас на сегодняшний день потребность в детишках 350, которые здесь проживают. Да, у нас очередности всех нет. У нас эти детишки непосредственно ходят в садики в центре города Сыктывкара. Соответственно, этот садик на 270 мест снимет ту напряженность, они очень ждут этого момента. Кроме того, у нас есть определенная потребность, это дальняя орбита в районе Атлантиды. Там тоже у нас неплохо было бы дополнительно создать места на 80 мест. И в районе СМЗ это «Ласточкино гнездо». Если подрядчик вовремя сдаст объект, то уже в первом квартале 2023 года начнется процедура лицензирования. Открыть первые группы планируют в феврале-марте. Дарья Вологжанина, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».